Мы сегодня услышали послание президента Российской Федерации в течение 1 часа. Послание началось с минуты молчания, и Владимир Владимирович вначале дал большой анализ той ситуации, которая сложилась по борьбе с терроризмом, и при этом была подчеркнута роль российского государства в этом вопросе. И, соответственно, были даны более четкие, понятные оценки по борьбе с мировым терроризмом. Но, с другой стороны, когда мы заходили, чтобы услышать в Георгиевский зал послание, конечно, многие политики, мои коллеги, участники сегодняшнего мероприятия предугадывали, какая тема будет затронута. Заинтересованный такой предварительный разговор был. И все думали, что в основном красной нитью пройдет как раз эта тема. Львиная доля времени уйдет на это. Но когда мы начали слушать, мы поняли, что самый главный вопрос – это все-таки внутренняя политика. И примерно около 50 минут было именно дано для того, чтобы озадачить нас, озадачить регионов, политические силы, общественность о том, что в 2016 году на какие вопросы обратить именно во внутренней нашей жизни. Я считаю это абсолютно правильным, потому что когда мы говорим о том, что Россия сегодня является уже державой, которая имеет большое влияние в мировой жизни, но это основа, это база является состоянием самого государства. Поэтому оно прежде всего зависит, конечно, от экономики, от стабильности внутри России, от того состояния, в котором сегодня люди чувствуют у себя. Вот поэтому, я думаю, и как раз львиная доля времени было обращено экономике, политике и, соответственно, социальным вопросам. И самое главное сегодня то, что приоритеты, которые были определены сегодня, они исходили от интересов россиян, те или иные вопросы, которые беспокоят простых людей, на которых и базировался президент Российской Федерации. В экономике сегодня есть определенные проблемы, которые созданы и с точки зрения давления западных стран, с точки зрения конъюнктуры рынка по тем или иным ресурсам на мировом рынке. И, соответственно, на это надо было обращать внимание с точки зрения корпоративной дисциплины, корпоративной ответственности, потому что экономику в основном создают крупные компании. В этом вопросе Владимир Владимирович очень четко определил свою позицию, и тем более при этом просил правительство Российской Федерации, требовал, чтобы были созданы условия, чтобы наши корпорации, наш крупный бизнес чувствовал себя более комфортно для того, чтобы для ведения своего хозяйства. Конечно, традиционно было уделено большое внимание и малому и среднему бизнесу, потому что это вопрос не только экономический, но и социальный. Это вопрос именно ведет к тому, чтобы обеспечить занятость людей. И, соответственно, те требования, которые стояли до этого, он сегодня еще раз подчеркнул. И самое главное, с учетом того, что в последнее время очень активно работает для наведения порядка и борьбе с коррупцией, вообще с правопорядком силовые структуры, но при этом он попросил в этом вопросе, например, силовиков не переборщить, не слишком не кошмарить, а все-таки идти на более, скажем, обоснованном, взвешенном таком состоянии. Дальше речь шла о сельском хозяйстве. Все-таки сегодня Россия должна стать достойной страной для того, чтобы участвовать на мировом рынке поставки продуктов. Тем более проблем в целом по миру есть, и определенные возможности в Российской Федерации появляются. С учетом этого поставлена более четкая задача. Конечно,
по другим направлениям, особенно взаимоотношения бизнеса на региональном уровне, это тоже было подчеркнуто, и попросил президент нас поддержать, крупные компании, средний бизнес. В этом плане, я думаю, сомнений никаких нет и не будет. По социальным вопросам, здесь он остановился по майским указам. Несмотря на трудности, несмотря на сложности, он потребовал, чтобы майские указы 2012 года были исполнены. Но я просто подчеркну, что в Республике Саха-Якутия это требование, в принципе, выполняется. Дальше, по отношению к Дальнему Востоку, тоже было подчеркнуто, прежде всего, речь идет о взаимодействии России с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Здесь уже определенное начало заложено. Сегодня Дальний Восток является приоритетом российского государства в 21 веке. И об этом было тоже сегодня четко сказано. И, кроме того, были сказаны определены конкретные точки роста. Это Владивосток, это Комсомольск-на-Амуре. Там, где можно использовать высокотехнологичное производство, я думаю, в этом плане в будущем займет и свое место, конкретное место Республика Саха-Якутия. В совокупности я просто хочу сказать, что это послание является для нас четким ориентиром, потому что, кроме того, что сказано, он четко, конкретно, попунктно определил механизмы, конкретно поручения в адрес правительства Российской Федерации, в адрес субъектов Российской Федерации. Но при этом я хотел бы подчеркнуть, я как руководитель субъекта для себя сделал, конечно, большие выводы, но при этом был очень рад, с учетом того, что я неделю назад огласил свое послание в Республике Саха-Якутия. И вот мое послание, с учетом еще того, что я раньше говорил, чем появилось послание президента Российской Федерации, я почувствовал, что они в своем содержании полностью совпадают. Это обозначает, что эта Республика Саха-Якутия находится в своем развитии по тому руслу, который требует и ставит задачи президента Российской Федерации.